Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. В Южной Осетии День памяти жертв геноцида осетинского народа. Более века назад наш народ столкнулся с беспринципной жестокостью грузинского агрессора. В киноконцертном зале Чермен состоялось собрание, посвященное трагическим событиям 1920 года. Это нельзя забыть. Под таким лозунгом в Южной Осетии прошел круглый стол, посвященный одной из самых страшных страниц истории осетинского народа. И сегодня же в Знаурском районе вспоминали жертв геноцида. У памятника жертвам грузинской агрессии прозвучали стихи от школьников. В истории 20 века есть страницы, запятнанные кровью и несправедливостью, которые до сих пор вызывают боль и требуют осмысления. Одной из таких страниц являются события 1920 года. Этот акт, по сути своей являющийся геноцидом, оставил глубочайший шрам в памяти осетин и стал трагическим эпизодом в нашей истории. В одночасье жизнь тысяч людей перевернулась. Осетин, включая стариков, женщин и детей, подвергли убийствам и изгнанию со своих земель. Возвращение в родные земли было сопряжено с огромными трудностями. Разрушенные дома, утраченное имущество, потеря связи с культурой и традициями. Память о трагедии 1920 года живет в сердцах осетин, передается из поколения в поколение. Она служит напоминанием о хрупкости мира и необходимости защиты прав человека, а также о важности сохранения культурного наследия и национальной идентичности. Изучение и осмысление этой забытой страницы истории – наш долг перед теми, кто стал жертвой несправедливого решения, и гарантия того, что подобное никогда не повторится. В 1920 году Грузия развязала карательную операцию, вторгшись в Южную Осетию. Грузинские войска, ворвавшись на территорию, осуществляли поджоги домов и массовые убийства мирного населения. Каратели уничтожали все на своем пути. Разрушенные дома, сотни убитых, отчаянные крики о помощи – вот что осталось после их зверств. Мирное население, оказавшись между молотом и наковальней, в панике бежало, спасая свои жизни и жизни своих детей. Особенно жестоко расправлялись с теми, кто оказывал малейшее сопротивление. Их пытали, убивали, а их дома грабили и сжигали дотла. Целые села превращались в руины, а земля поливалась кровью невинных жертв. События геноцида осетинского народа стали еще одной трагической страницей в истории, оставив глубокий след в сердцах и душах людей, переживших этот ужас. Они показали всему миру, каким катастрофическим последствиям может привести национальная ненависть и стремление к территориальному превосходству. Сотни беженцев, спасаясь от насилия, устремились через горные перевалы в Северную Осетию, но многие погибли в пути, не выдержав суровых условий. В неравной борьбе за защиту родной земли 13 коммунаров встали на пути грузинских агрессоров. Они оказывали отчаянное сопротивление, однако силы были неравны. Грузинские солдаты схватили героев, подвергли их жестоким пыткам и зверски расстреляли. Их подвиг навсегда останется в памяти осетинского народа как символ мужества и самоотверженности в борьбе за свободу. Трагические события 1920 года оставили глубокий шрам в истории Южной Осетии, став напоминанием о жестокости и несправедливости. Оксана Джоева, Зарина Татаева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Сегодня состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику 13 коммунарам. Памятник, расположенный на высоте Сгудер, стал местом скорби и почитания. Здесь собрались представители руководства республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, правительства, парламента, российского посольства, молодежи и неравнодушные жители Южной Осетии. Участники мероприятия возложили цветы и венки к подножию монумента, отдавая дань памяти погибшим коммунарам. В Южной Осетии прошло мероприятие, посвященное годовщине трагических событий 1920 года. В ходе собрания были заслушаны выступления руководства республики и общественных деятелей, подчеркнувших важность сохранения исторической памяти. Также состоялся показ документального фильма о преступлениях грузинских карателей. В
концертном зале «Чермин» прошло торжественное собрание, посвященное трагическим событиям 1920 года, геноциду югославского народа. Вначале собравшиеся посмотрели документальный фильм о событиях вторжения грузинских карателей на югославскую землю. Фильм, созданный на основе архивных материалов и исторических данных, рассказывает о том, какие преступления были совершены в отношении осетинского народа. سرجت خوتخته بایسو فلسطینیون خستون تا استسمورته نپرخکوته مرد فیست سرازوکته گازشویلی مچاویلی اما اتخاویلی. Ровно в 13:00 собравшиеся присоединились к общенациональной минуте молчания и почтили память жертв геноцида осетинского народа. Сегодняшняя дата в историческом календаре Южной Осетии – одна из самых трагических страниц. Тогда десятки тысяч осетин были жестоко убиты, выселены или вынуждены бежать с родных земель. Осетинские села подверглись планомерному разграблению, сотни были полностью сожжены и стерты с лица земли. С ненавистью и жестокостью уничтожалось культурно-историческое наследие страны. На целую треть сократилось осетинское население нашей страны, отметил в своей речи глава государства Алан Гаглуев. Уважаемые сограждане, соотечественники, дорогие друзья, сегодняшняя дата исторического календаря Южной Осетии – это годовщина скорбной памяти одной из самых трагических страниц истории Осетии – геноцида, совершенного в Грузии в 1920 году. В летние месяцы 1920 года десятки тысяч осетин были жестоко убиты и вынуждены бежать с родных земель. Осетинские селения подвергались планомерному разграблению, были полностью сожжены и стерты с лица земли. С ненавистью и жестокостью уничтожалось культурно-историческое наследие страны. На целую треть сократилось осетинское население. Это события лета 1920 года нельзя рассматривать как единоличное проявление насилия и отдельные случаи гибели гражданского населения в ходе военных действий. Грузия осуществляла целенаправленную политику, направленную на лишение народа его этнической идентичности, территориального присутствия и права на самоопределение. Геноцид осетин был подготовлен и осуществлен по прямому указанию и под руководством грузинского правительства. Народ Южной Осетии подвергался массовому уничтожению на своей родной земле. Без разбора пола и возраста каратели со всей возможной жестокостью убивали людей только за их принадлежность к осетинской нации. Правительством Грузии был тщательно разработан и реализован план депортации выживших осетин и тотального разграбления Южной Осетии. Активное и массовое участие в организованном мародерстве приняло грузинское население сопредельных областей, направленное правительством Грузии на осетинские земли. Часть осетин, выживших после первых месяцев геноцида, была выселена в пустынные земли на границе с Азербайджаном. Необходимо подчеркнуть, что действия грузинских войск в Южной Осетии происходили при полной поддержке грузинского общества, вне зависимости от политических взглядов и партийной принадлежности. Прошло больше века, но боль этих утрат все еще живет в наших сердцах. События лета 1920 года не просто страница истории, это тяжелая рана, боль которой не прошла спустя столетия. То, что произошло тогда, было не случайным насилием, это была целенаправленная политика уничтожения целого народа. Это был геноцид, подчеркнул президент. Пережив страшную катастрофу геноцида, народ сохранил свое национальное единство, сплоченность, стремление к возвращению на свои исконные земли. Замалчивание подлинных исторических фактов и свидетельств геноцида, безнаказанность его организаторов убедили новых грузинских лидеров в возможности продолжить политику подавления осетин. Хотя и в других формах, а спустя десятки лет привели к возобновлению прямого геноцида. В 1989, 1992 и 2008 годах истребление народа Южной Осетии было остановлено лишь благодаря решительному вмешательству и действиям Российской Федерации.
Подытоживая свою речь, Алан Гаглоев подчеркнул важность сохранения памяти о тех событиях для будущих поколений. Զնորխում բաստակտա, կոչեգան մենաշու ֆիլմ վետտոմի ոլկայդար, մոլկամանդար յազարդամա բոկորդում, ոլչի դարնա, չի նխաստայ, չի ռստայ, չի կոդըթայ, ընդար, ովաղթը ռոխստի սոշուվա զոժինատը, մաոբում յուլդար խաշչնստան, շամայ շոդամ տվեսավտոն գունան, սանում մորուխտանան, نخذ كراجي الخشام إما كدرس تجوزه كتفل بالزورخو والتر كراجي فرش كراجي فورسما يومي يوجي نشور رزمكو مكانم من السبل التنبون بوخز درسون بونسروس يولدر وشرم بونتبيرا في دورود نوى لوخي سوات نروي برامبست. Далее на торжественном собрании выступил председатель Югосинского отделения общественной организации Алан Тунахас Леонид Тибилов, подчеркнув важность распространения информации о тех событиях на международных площадках. ما تلفون автомандер мандер стырнахасы координацион садит вангтан кайр витенч консема федоха нахаста аматсен хавит хаказана кава из бузник заха кайнарух каненч ирон адама минаверта кандаритар шеренч хаврдеги. Мы должны помнить о жертвах, чтить память тех, кто и тогда противостоял грузинской агрессии, отметил в своем выступлении заместитель председателя парламента Таймураз Таттаев. Наша история. И именно в такие моменты, в страдания, в горе, народ Осетии объединяется и чувствуется единство, и забываются какие-то политические взгляды. За последние 105 лет осетинский народ пережил самые тяжелые, самые трудные годы своего существования, пережив несколько геноцидов, и не только физических, как было показано, но и социальных, культурных, демографических. И мы, проводя эти мероприятия, в том числе и вчера, за круглым столом в университете, были обозначены и сказаны очень важные слова, что мы не должны забывать историю. Это память, а эту память мы должны пронести будущему поколению. Перед собравшимися выступила внучка одного из самых влиятельных личностей тех времен, писателя и поэта, инженера и общественного деятеля Рутена Гаглоева. Сказать как внучка. Не побоюсь этого слова, великого патриота своей родины Рутена Несторовича. В любую тяжелую ситуацию я всегда обращалась к его деятельности. Я замечала, что человек, который в одиночку смог бороться с системой, значит, в нем что-то было такое, которое потеряно нами сейчас. Я нашла этот стимул. Это мужество, это любовь к своему народу, и это патриотизм до мозга костей. Все можно сделать, все можно изменить и все можно исправить, если в твоем сердце горит желание сделать во благо своего народа. Торжественное собрание завершилось выступлением государственного хора осетинской национальной песни при президенте Республики Южная Осетия. Стелла Бязарова, Алим Бетеева, Альдина Чехоева, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Полную версию торжественного собрания, посвященного 105-й годовщине геноцида осетинского народа, смотрите сегодня после информационного выпуска «Аблун». Сегодня в Южной Осетии объявили общенациональную минуту молчания. Ровно в 13:00 в столице все замерло. Водители и пешеходы остановились, чтобы почтить светлую память тех, кто пострадал в годы, когда грузины учинили геноцид. В
знак скорби по жертвам геноцида осетинского народа были приспущены государственные флаги по всей территории Южной Осетии. В церквях и храмах раздался траурный колокольный звон. После этого в храмах республики прошли поминальные службы в память о погибших. В Южной Осетии прошел круглый стол, посвященный трагическим событиям 1920 года – геноциду осетинского народа. Ученые, политики и общественные деятели обсудили исторические факты, последствия тех событий и необходимость их международного признания. От имени главы государства государственный советник президента зачитал приветственный адрес. В Юго-Осетинском государственном университете прошел круглый стол, приуроченный к 105-летию геноцида народа Осетии. На мероприятие были приглашены представители руководства республики, а также представители посольств Российской Федерации, Абхазии, Приднестровья в Южной Осетии. Участники круглого стола обсудили причины и последствия событий 1920 года. Работа круглого стола началась с просмотра документального фильма о геноциде 1920 года, подготовленного Югу ТВ. В нем были представлены истории жителей республики, семей которых так или иначе коснулись те страшные события. Такого рода мероприятия у нас проходят в Юго-Осетинском университете регулярно. Это касается и столетия геноцида осетинского народа. Мы проводили тогда тоже масштабные мероприятия. В этом году мы празднуем 80-летие со дня победы над фашизмом. Буквально в субботу мы проводим также масштабное мероприятие уже силами молодежи. Это касается 85-летия именно со дня начала Великой Отечественной войны. В свою очередь, государственный советник президента Батрат Збегезов от имени Алана Гаглоева зачитал приветственный адрес. 105-я годовщина геноцида осетинского народа – это не просто историческая дата. Она является открытой кровоточащей раной в сердце каждого осетина. В 1920 году Южная Осетия стала ареной чудовищной трагедии. Десятки тысяч невинных людей были уничтожены грузинскими меньшевиками, стремившимися стереть с лица земли не только осетин, но и саму память о них, говорилось в нем. Важно помнить о жертвах и осудить любые попытки оправдания насилия и этнической чистки. События 1920 года остаются предметом ожесточенных споров и различных интерпретаций. Грузинская сторона, как правило, отрицает факт геноцида, представляя события как подавление большевистского восстания, в ходе которого были допущены отдельные эксцессы. Однако многочисленные свидетельства, архивные документы и исторические исследования указывают на систематический характер насилия, направленного именно против осетинского населения. Историки и исследователи продолжают работать над восстановлением полной картины преступления, выявляя имена жертв и документируя зверства, совершенные в отношении осетинского народа. Это кропотливая работа, требующая доступа к архивам, проведения полевых исследований и анализа свидетельств очевидцев. Геноцид 1920 года является не только трагедией осетинского народа, но и предостережением для всего мирового сообщества. Советник посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия Игорь Терзиян поприветствовал собравшихся от имени чрезвычайного и полномочного посла Марата Кулахметова и подчеркнул особое отношение юго-осетинского общества к своей истории. Дорогого стоит, что и события далеких дней, которых отделяет нас более 100 лет, тоже являются предметом научного изыскания, научного спора, потому что трагические события, которые были вообще на всем Кавказе и вообще во всей России после Октябрьской революции, период гражданской войны, они нуждаются еще в своем тщательном, кропотливом исследовании, в том числе и части Южной Осетии. Поэтому я очень желаю всем участникам круглого стола плодотворной научной работы, чтобы
это мероприятие послужило новым импульсом, новым стартом в дальнейшем исследованию. Геноцид – одно из тягчайших преступлений против человечества. Уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим и религиозным признакам. Геноцид осетинского народа – это действительно значимое для Южной Осетии, потому что это трагические события, которые всю историю, наверное, нас сопровождают. Мы не имеем права забывать об этом. Я хочу сказать слова благодарности Вадиму Батазовичу, потому что вы стали площадкой рассмотрения очень важных вопросов, государственных вопросов Южной Осетии. Вы собираете научных деятелей, общественных деятелей, чиновников. Но это очень важно и значимо для нас, потому что мы должны обсуждать, мы должны решать, мы должны принимать решения по всем этим вопросам, потому что, как мы уже услышали от многих выступающих, вопрос геноцида, он еще не завершен. Мы и правовую точку зрения должны обеспечить, и политическую оценку всех этих событий. Она должна быть дана и доведена до, как говорится, до конца. Участники круглого стола не раз подчеркнули важность признания геноцида осетин, а также роль памяти в сохранении осетинской идентичности. Министр культуры Рада Дзагоева подчеркнула, что сохранение исторической памяти о геноциде осетин не только нравственная обязанность, но и условие предотвращения новых трагедий. История тәфәстәмә роздохым бойды, охам шолкам хәштәнен, зәғым бойдонч, родухол, нәйофтәгәнен, нәйгәнен, нәдәр рухкәнен, мәнәдәр борын. Шмәфәнді зәғын, оғын, мөкчәгән ошыдым ойылға, філдәр журын, Ірмәз республика, müdəqnə республика, fəlgətdənə fələ əbdəmə, xəssin ошыдым oyılға. Ömegezke vecsigen kultúrajfodike der, zónade der, ajvode der, föderká archaj nuel semej, na isztori, na ívhold, hegyeke nem Respublikan dia der organizator meder. В ходе дискуссии прозвучали и доклады, в которых были затронуты различные аспекты трагических событий 2020 года. Всего было представлено порядка 8 докладов. Мероприятие было организовано ЮОГУ совместно с администрацией президента Южной Осетии. Агунда Губозова, Рауль Кочев, Заур Остаев. Информационный выпуск сегодня. В Знаурском полностью материал смотрите в нашем эфире завтрашнем. И далее к другим темам. В Знаурском районе прошло мероприятие, посвященное трагедии 1920 года. Собравшиеся говорили о том, как разворачивались события тех лет, а школьники декламировали стихи. Во время мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику. Руководство администрации Знаурского района, представители ведомств и жители собрались у памятника жертвам грузинской агрессии, чтобы вспомнить и почтить память жертв геноцида осетинского народа. К памятнику были возложены цветы и венки. Участники митинга рассказали, как грузинские каратели, следуя приказу руководства Грузии, приступили к террору осетин. Правительство Грузии, ворвавшись в Цхинвал, следуя приказу своего начальника штаба Валиго Джугери, незамедлительно приступили к террору местных осетин. Ворвавшись в город, гвардейцы убивали не только тех осетин, кого заставали на улицах, но и врывались в дома, где не церемонились как с молодыми мужчинами, так и со стариками, женщинами и детьми. Практически все мужское население осетинской национальности, оставшееся в городе, было безжалостно вырезано. Пленных не брали. Каким-то образом гвардейцы пленили 13 осетин. Не исключаю, что они были попросту выданы меньшевистскими головорезами, ибо известно, что местные грузины, конечно, далеко не все, из числа симпатизировавших меньшевикам, доносили на осетин. На памятном мероприятии школьники прочитали стихотворение, а представители взрослого поколения отметили, что народ Южной Осетии не должен забывать события 20-х годов прошлого века.
باز من آل چی تایر ولبون از رودای ودونیم باز زد خستگل کنزنن قوده تب بودن کارزن قست یخوز نیرو چی رازی لاسایدای وید سارد ما گفیند خوز یمن گاک چی بایی وابون قرچی کنا ندنی رون غیویون ناسیان یمارک اسکنم آخم تن خون. В памяти народной до сих пор живы отголоски тех кровавых событий. Мы, народ Южной Осетии, до сих пор помним все трагедии, все утраты. Желаю нам всем мирного неба над головой, чтобы Осетия процветала и чтобы горы наши больше никогда не ревели. 105 лет назад Южная Осетия пережила страшные события, и преступления грузин можно квалифицировать только как геноцид. Алена Алтаева, Заур Устаев, Зарим Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Консульский отдел посольства России в Южной Осетии начинает прием заявлений на гражданство Российской Федерации на основании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании двойного гражданства. Принимая во внимание большое количество желающих во избежание очередей, принято решение на предварительном этапе проводить прием посетителей в часы отдельные от оказания услуг по другим консульским вопросам. Также запись на прием будет осуществляться через электронную систему, которая позволит заранее подготовить необходимый пакет документов, избежать ожидания и выбрать подходящую дату для подачи заявления, отметили в посольстве. Вся необходимая информация относительно порядка приема заявления, списка необходимых документов размещена на сайте посольства России в Южной Осетии в разделе «Консульские вопросы. Гражданство. Прием граждан Республики Южная Осетия в гражданство Российской Федерации». В посольстве также обратили внимание на то, что одна запись подразумевает обслуживание одного заявителя, то есть для каждого заявителя требуется отдельная запись в очередь. И к другим новостям. Правительство Южной Осетии и администрация Волгоградской области договорились о сотрудничестве. Соглашение на полях ПМФ подписали председатель правительства Южной Осетии Константин Джусоев и заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская. Документ направлен на расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Южная Осетия, а также международными договорами. А далее прогноз погоды. В республике завтра облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем плюс 23, ночью плюс 16. В Заурском районе днем плюс 22, ночью плюс 13. В городе Квайса днем плюс 18, ночью плюс 10. В Ленигорском районе днем плюс 24, ночью плюс 14. В Цхинвале днем плюс 23, ночью плюс 15. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.